Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто сходит по вам с ума? Кого вы довели до крайней степени отчаяния? Загадайте, пожалуйста, на себя. Ни о ком думать не надо. Просто загадайте на себя. И давайте посмотрим, что покажет нам песок. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. О, какой тут цветочек у нас вырос, вы посмотрите, ну чудо, чудо славно. Так, девушки, женщины, мои хорошие, отсыпка у нас общая. Пожалуйста, не забывайте об этом. Мне показывают мужчину, не падайте в обморок, но мужчину несвободного. Это тот, кто сходит по вам с ума. У мужчины явно есть либо гражданская жена, либо официальная, да, законная супруга. Вот, мужчина давно не свободен. Давно они вместе, и многое их связывает. У кого-то дети общие есть, у кого-то там бизнес общий, но что-то общее у них явно есть. Этот мужчина, он вам хорошо знаком. Ну, явно вы вместе общаетесь, встречаетесь регулярно, либо периодически, у каждого отыграется по-своему. И явно на этой отсыпке есть девочки, у кого именно конкретно роман с этим мужчиной. То есть вы в треугольных отношениях понимаете, знаете, что он не свободен, либо только лишь узнали, что он не свободен. Но роман у вас, как говорится, в полном разгаре. Вот это уже происходит. Смотрите, мужчина долго сопротивлялся этим чувствам. Мужчина долго боролся сам с собой. Мужчина тут 1001 попытку предпринимал вас забыть, о вас не думать. Но сердечко, конечно, требует свое. Сердечко требует вас. Сердечко требует любви с вами. Вижу, что этот мужчина уже на грани отчаяния, причем не первый день находится. Он из-за вас как будто бы вот с ума сходит, понимаете? Вы для него как тот самый пресловутый свет в оконце, как единственная возможность стать счастливым. Потому что так как с вами, ему хорошо ни с кем другим не было. И так как к вам никому другой, никакой другой женщине так не тянуло. А тут все сошлось, и вы идеальная, прекрасная, молодая, привлекательная, завлекательная, манкая. И он тоже очень хочет любить. У кого-то из вас так и отыграется, что мужчина уже там не первой, извините, свежести, да, не настолько молод. Вот, и он понимает, что жизнь, она ведь скоротечна, она уходит, а он еще не любил, а он еще не был так счастлив, да. И вот он думает, на чаше весов ложит здесь какая-то пресловутая стабильность, уже как-то все сформировалось, организовалось, то есть много лет прожили, знает. И вы то самое горячее, сладкое, упоительное счастье. Он постоянно пытается вот это все взвешивать, уравновешивать, но жизнь не весы, и это невозможно. Невозможно найти такой баланс, чтобы он и жизнь свою не разрушил, и счастье с вами обрел. То есть мужчина сходит с ума по вам, при этом он понимает, что плата за счастье — это его разрушенная жизнь. Да? То есть я должен все сломать, разрушить, чтобы счастье, любовь с желанной женщиной обрести. Так не идет.
в очень патовом положении он находится, и вижу, что это как-то даже пагубно влияет на его здоровье. А особенно если мужчина с заболеваниями, либо с какими-то патологиями, ну, тут прям очень-очень плачевно все выглядит. Он как будто бы чахнет. Без вас он, правда, чахнет. Он такой землянистого цвета ходит, весь такой, знаете, не говорит, а мычит, и ничего, никто его не радует. А как только он вас увидит, он расцветает. У него блеск в глазах, у него румянец на щеках, у него сразу и мимика меняется, и экспрессия другой становится. Ну вообще, ну, как небо и земля, вот разница с этим человеком. Он когда рядом с вами, как будто бы к нему чудо вот прикасается, по голове его гладит, прям живет с вами, рядом он живет. Даже если он просто вот где-то за вами наблюдает, вы ему силы даете, вы его пробуждаете. Вот. Ну а когда он долго вас не видит, правда, чахнет, и там смотреть без боли на него невозможно. Та женщина, которая рядом с ним, она это все прекрасно видит, она все прекрасно понимает. И если вам кажется, что она ничего про вас не знает, вы ошибаетесь. Она знает все, потому что он ей о вас уже успел рассказать. Он пришел, повинился, сказал так и так, ну вот я полюбил. Ну, она, конечно, его тут, я так понимаю, уговаривает, пытается всеми силами удержать. У кого-то отыграется, что ну, не хочет она терять, не хочет она оставаться одна. У других отыграется, что ну, там какие-то принципы могут быть, да, что ну как это так, это, что меня бросит, что ли? Не-не-не, я на такое не согласна. И я не вижу от нее любви. Вот я не вижу от нее понимания, да, но вот когда человек любит, он понимает, вот что такое любовь. Это желание, чтобы любимый человек был абсолютно счастлив, даже ценой моего несчастья, да, пусть любимый будет счастлив. Я от нее этого не вижу. Наоборот, я вижу какие-то хитрые крючки, которые она постоянно вот в него так вдевает, чтобы его около себя удержать. Она постоянно придумывает что-то новенькое, такое изощренное, и ему приходится постоянно вот как-то с этим жить, справляться, бороться в конце-то концов. Вот очень он хочет к вам, очень он хочет быть с вами. И я вам так скажу, судя по этим рисункам, он приблизительно вот в шаге от того самого судьбоносного решения, которое повлияет на вас всех. На него, на вас и на ту другую женщину. Вижу я это, и она это видит. И вот старается, вот как может. Там пыхтит, старается для того, чтобы его от этого последнего шага удержать. Так мне показано. Вот, что касается вас. У многих из вас, как я уже говорила, отыграется, что вы прекрасно понимаете, о ком я говорю, что с этим человеком у вас роман, возможно, уже, кстати, продолжительное время роман. Конечно, вы его ждете, конечно, вы тоже его любите, конечно, вы видите свое счастье именно с ним. Не хотите вы на него давить, потому что да, вы любите, вы не хотите его делать несчастным, поэтому и не давите. Вот. А та другая, наоборот, да, она там крючки нацепляла в него, там, желательно, чтобы с кровью, с мясом, чтобы ему побольнее сделать, чтобы загнать его там, в угол поглубже. Вот она это делает. Поэтому вижу, что вы любите, а та другая не любит. Но у других девчонок отыграется, что вы понимаете, о ком я говорю, и, возможно, вы симпатию испытываете к этому человеку. Но, опять же, себе лишнего не позволяете, потому что знаете, что он женат, что он не свободен. Кстати, у кого-то это еще как-то с работой связано. Да? Может быть, вы работаете вместе, чувствуете, что друг к другу очень сильно тянет. Ну, по крайней мере, вы чувствуете. Но стараетесь с последних сил держаться, потому что знаете, что мужчина не свободен. Так показано. Но между вами вот он, цветок любви. Вот он, видите, какой красивый, шикарный. Он распустился, этот цветок любви. У него даже второй листик появился. Это очень крутой знак. Любовь настоящая, любовь сильная. Любовь, которую нельзя сдержать. Ее нельзя остановить, ее нельзя приглушить. Ну, единственное, что, конечно, да, можно растоптать, но не думаю, что вы, либо этот мужчина позволит этому произойти. Этот цветок – это цветок вашей любви. Видите? Здесь все показано. Все показано. 2 листочка от цветочка.
То есть тоже серьезно, это очень серьезно. Вот. Кстати, мои хорошие девочки, если вы с ним вместе, у вас роман с этим вот мужчиной, то возможно, что из этого цветочка и ягодки появятся. То есть вы можете от него забеременеть, и это будет верным знаком небес, что вас поддерживают в стремлении быть с этим человеком вместе. То есть небеса хотят, чтобы вы были вместе. Верный знак и для вас, и для него. Так, что я еще могу тут сказать важного? Любовь трудно дается и вам, и ему. Ну, либо ему очень сложно будет, да, в этой любви. Уже сложно, еще сложнее будет. Потому что ему, чтобы быть с вами, действительно нужно будет принести жертву. Жертвой будет его устоявшаяся жизнь. То есть, скорее всего, он имущество имеет, может, там хорошую должность, авторитет, репутацию. Для того, чтобы быть с вами, придется это все принести в жертву. Он это понимает, он отдает себе в этом отчет. И не зря я сказала, что он в шаге находится от решения. Он уже вот как готов даже больше заплатить, лишь бы с любимой женщиной хотя бы там, не знаю, мгновение быть вместе, мгновение быть счастливым. Вот настолько сильно он вас любит. В любви его не сомневайтесь. Вот то, что он вам говорит, это так и есть, это правда. И вы единственная женщина, которую он смог полюбить за всю свою жизнь. Полюбить в целом, в принципе. И до вас никого не любил, и после вас уже никого не полюбит. Вот вы одна, та самая единственная, которую он полюбил. Это вот чистая правда. Девушки, которые не хотят иметь отношения с женатым мужчиной, и вы его там отталкиваете, вы знаете, вы такую страшную боль и муку ему причиняете, словно бы вот ножом в сердце бьете. Вот каждый раз, когда вы холодная, когда вы равнодушная. Нет, я не призываю вас бежать в объятия к женатику. Я просто говорю, что можно как-то помягче, что ли, это делать. Вот каждый раз он принимает от вас удар кинжалом в сердце. Представляете, как это мучительно? Он потом плачет, он действительно плачет, сердце у него плачет, душа плачет. Понять не может, почему вы так с ним жестоки. И небеса даже спрашивают, почему она так со мной жестока? Да? Вот я ее полюбил. Но, Господи, зачем ты дал мне эту любовь, если я не могу с ней быть вместе, если она со мной так жестока? Вот. Не обижайте, пожалуйста, этого мужчину. Можно какими-то более мягкими способами и методами ему объяснить, что вы с женатым дел иметь не будете. То есть, если ты хочешь меня добиваться, если ты хочешь быть со мной рядом, то ты должен быть абсолютно свободен, да? Но не какими-то другими способами, там, резкими, дерзкими и агрессивными от себя его не отгоняйте. Иначе прям мужик страдает, и правда его жаль становится. Он этого не заслужил. Он хороший человек. Это показано. Действительно хороший человек. Плохие люди любить не умеют, а ваш умеет, и он вас любит. Вот. Не причиняйте ему дополнительных мук и страданий. Если вы в отношениях и вы давите на него, в плане там, не давите даже, а как-то агрессивно иногда высказываетесь по поводу его нерешительности, девчонки, это тот же самый удар в сердце, кинжалом прямой удар в сердце. Девчонки, он все прекрасно знает, он все прекрасно понимает. Еще раз говорю, он в шаге от решения. Никто, кроме него, это решение не примет, а он от него в шаге. Просто, может быть, немножечко нужно добавить ласки и действительно сказать, как сильно вы его любите, как сильно ждете, как мечтаете о том, чтобы принадлежать ему, и чтобы он принадлежал вам, и чтобы не было никого другого, чтобы вы перед Богом и людьми были мужем и женой, там, родите ребенка. То есть скажите ему те самые заветные слова, которые отпечатались в вашем сердце, но которые вы не произносите ему лично. Вот это тоже может быть очень хорошим стимулом. Это придаст ему и уверенности, и напора, и решительности вырвать все эти крючки, которые женщина вот это рядом в него всадила. И наконец-таки завершить этот шаг, да, сделать этот шаг, развестись и уйти к вам. Это любовь. Это любовь, и любовь, которая встречается крайне редко. Настоящая, сильная, мощная любовь. Смотрите, вот именно сейчас, в период здесь и сейчас, показано, что вы
самая главная персона, которая влияет на всю эту ситуацию. Только лишь в ваших руках цветочек будет цвести и даст ягодки, либо цветочек завянет. То есть в сегодняшнем дне вы можете либо вас двоих самыми счастливыми сделать, либо наоборот самыми несчастными. Решать, конечно, вам, выбирать вам, но если вы уже его любите, а он любит вас, то никогда вы друг друга не разлюбите. Между вами очень сильная эмпатическая связь сформировалась. Она здесь показана. И вообще мне идет, что эти отношения стоит подождать. Ну, вот в прямом смысле слова. То есть дать ему время, чтобы он окончательно освободился, развелся. И, как говорится, с чистым паспортом и совестью пришел к вам. То есть просто нужно, так понимаю, подождать. Да? Дать ему время для этого решительного шага. Ну, а если вы еще не в отношениях, просто знакомы, понимаете, что мужчина к вам неровно дышит, вы ему изначально так спокойно обозначите свою позицию и скажите: будешь разведен, ходи, обсудим, поговорим, да, посмотрим. Но не причиняйте ему боль, он и так очень сильно страдает. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Добавить тут больше нечего. Мужчина в шаге от решения, а вы, пожалуйста, его не обижайте. И сильно на него не наседайте. Вот вижу, что вы друг другу по судьбе. Но знайте, что вы самая главная персона в этих отношениях. И только от вас зависит ваше совместное счастье. Спасибо вам за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.